Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, меня слышно? Коллеги? Замечательно. А, Спасибо. Итак, мы с вами проводим фактически небольшое такое совещание, фактически вебинар по акции «Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации». Все мы с вами прекрасно понимаем, что 12 декабря уже не первый год мы празднуем с вами День Конституции Российской Федерации, и, соответственно, наши с вами коллеги разработали всероссийский тест на знание Конституции. Фактически данная акция проводится при поддержке федеральных законодательных и исполнительных органов власти, средств массовой информации, образовательных и общественных организаций, законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, вузов, партнеров акции, ну и иных организаций. Акция проводится с целью оценки уровня знаний граждан о конституционном строе Российской Федерации, вовлечения населения в изучение основополагающих принципов жизнедеятельности общества, а в частности Конституции Российской Федерации. Это связано в том числе и с теми изменениями, которые произошли, коллеги, в этом году. Мы с вами все дружно голосовали. И задача теста – это у нас получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России. Кроме того, мотивация граждан к изучению гражданского строя Российской Федерации, выполнению конституционных обязанностей и, конечно же, предоставление участникам теста объективной оценки своих знаний о Конституции Российской Федерации. И немаловажная задача – это привлечение внимания органов государственной власти, общественных организаций, средств массовой информации к сохранению основополагающих принципов конституционного строя Российской Федерации, а также поддержание правовой грамотности граждан. Участие в акции является, конечно же, добровольным, бесплатным и доступно каждому. В данном случае участниками акции считаются две категории граждан. Это лица, заполнившие онлайн-форму теста на площадке проведения акции, в том числе и на онлайн-площадке, о чем я проговорю чуть позже, и лица, заполнившие онлайн-форму теста на официальном сайте организатора акции или в группе ВКонтакте. Ссылочки представлены. Участниками акции могут быть все граждане Российской Федерации и лица, владеющие русским языком в возрасте старше 12 лет. Местом проведения акции является официальный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети интернет, автоматизированная онлайн-платформа в информационно-телекоммуникационной сети интернет, то есть площадка проведения вебинаров, предназначенная для групповой коммуникации и проведения акции, вмещающая заявленное куратором количество участников. В случае очного проведения акции это могут быть образовательные организации, дома культуры и творчества, центры патриотического воспитания, библиотеки и иные организации, давшие согласие на проведение теста. Далее площадки акции. Коллеги, мы все с вами уже привыкли к такому формату проведения мероприятий, как географический диктант или пушкинский диктант, когда на базе этнографический диктант, когда на базе образовательной организации или какая-то образовательная организация, общественная организация выражает свое желание быть площадкой для очного проведения такого мероприятия. Коллеги, для этого необходимо, если ваша образовательная организация изъявит такое желание, то для этого необходимо до 8 декабря зайти на указанный адрес гражданин.дети и подать заявочку для того, чтобы вы стали площадкой проведения акции.
Получить информацию о порядке подготовки и проведения акции, в том числе заполнения теста и подведения итогов, возможно на сайте организации акции, как я уже говорила, гражданин.дети, или в группе ВКонтакте в разделе «Инструкция для кураторов акции». Вопросы и задания теста появятся в открытом доступе на сайте организатора акции, на указанном сайте, в разделе «Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации» в 9 утра 12 декабря 2020 года. Напоминаю, участие образовательной организации в роли площадки проведения акции вы должны заявить до 8 декабря 2020 года. Вы заполняете электронную анкету, анкета куратора на сайте организатора акции и направляете подтверждение о регистрации на электронную почту гражданин. Собственно, никаких сложностей не возникает. Форму такую проведения мы уже с вами знаем, поэтому, на мой взгляд, задания должны быть интересные, особенно для детей основной и средней школы, потому что в рамках и курса обществознания, и в рамках в целом информационного сопровождения процесса, собственно, принятия обновления Конституции, изменений в Конституции, наши дети задавали очень много вопросов, и вот такая акция способствует, на мой взгляд, привлечению детей к такой информации. Далее. Что же из себя представляет тест? Я напоминаю, что акция проводится 12 декабря с 9 утра до 23 часов 59 минуток. Тест состоит из 20 вопросов. Общая сумма баллов за тест 20. Язык тестовых заданий, конечно же, русский. Для прохождения теста в онлайн-формате участнику необходимо зайти на сайт организатора акции, то есть гражданин.дети, в раздел «Всероссийский тест», перейти по ссылке «Пройти тест», заполнить онлайн-форму теста. При этом, коллеги, обращаю внимание, что для прохождения теста потребуется устройство, это ноутбук, компьютер, телефон, любой, только самое главное, чтобы у него был выход в интернет. При завершении тестирования участник получает информацию со своим общим баллом. Общее время проведения теста, не включая инструктирование участников, составляет 40 минут с момента окончания стартового ролика, то есть информирование участников о Конституции Российской Федерации. Инструктирование участников проходит в устной форме. Обращаю ваше внимание, что запрещается выполнять тест коллективно или с любой посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий книгами или иными источниками информации. Это очень хорошо обыграть с детьми, а как хорошо знают ли они тот основной закон страны, в соответствии с которым мы живем. Понятно, что будут детки, которые захотят подсмотреть, каким-то образом попытаться набрать наибольшее количество баллов корректными или некорректными путями, но тем не менее давайте мотивировать деток на то, чтобы они проходили самостоятельно. Результаты теста будут опубликованы на сайте организатора акции, уже на указанных, либо на гражданин.дети, либо в социальных сетях ВКонтакте, не позднее 20 декабря 2020 года. Но участники акции смогут ознакомиться с набранными баллами сразу же по завершении теста. А с правильными ответами участники акции смогут ознакомиться на сайте организатора 13 декабря, то есть на следующий день 2020 года. Ну и по результатам проведения акции формируется аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка уровня знаний основных принципов и положений Конституции Российской Федерации участниками тестирования.
Если ваша образовательная организация надумает быть куратором, либо площадкой проведения акции, то, коллеги, обращаю ваше внимание, что в пятницу через систему электронный дневник во все образовательные организации было направлено информационное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми с инструкциями проведения и с положением о проведении данной акции. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним. И если у вас возникнут какие-либо... Да, Наталья Степановна, тест без возрастной категорийности. Фактически мы говорим о том, что... Я сейчас уточню. Если зайти на сайт гражданин.дети, хэштег гражданствуй, то статистика прошлого года показывает, что свыше 280 тысяч человек приняли участие в этой акции, но, к сожалению, мы не видим, был ли тест каким-то образом разделен по возрастным. Просто написано, что минимальный возраст 12 лет. Причем еще один плюс хочу отметить, что если участник набрал 20 баллов, то, соответственно, формируется список так называемых финалистов. На них распространяется программа преференций вузов-партнеров. Эти вузы-партнеры также представлены на сайте «Гражданин Дети», где вы можете просмотреть те вузы, на которые распространяется. И, в общем-то, пока больше информации о делении на возраста или иные какие-то моменты нет. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы можете обращаться по телефону, звонить или писать нам на электронную почту. Мы всегда рады ответить, помочь. И Институт развития образования сопровождает кураторов акции «Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации». Коллеги, это все, что я хотела сказать. Вот такой вот небольшой обзор для того, чтобы вас погрузить в эту тему. И еще раз призываю вас участвовать, и чтобы ваши детки участвовали, обучающиеся, ну и семьи в том числе. Давайте посмотрим, насколько хорошо мы с вами знаем. Минимальный, да, 12 лет. Коллеги, ничего не могу сказать по поводу «младшие школьники не подходят для участия». Скажем так, в этом году мы проводили, в прошлом учебном году, в этом календарном, в мае 2020 года мы проводили тест на знание Великие даты Победы, на знание детей истории Великой Отечественной войны. И нас удивило, меня как организатора, я составляла вопросы. Опять-таки же у нас было возрастное ограничение, 8-11 классы и студенты СПО. Меня очень удивило, что достаточно большое количество, а я напоминаю, что у нас приняло участие в этом тесте свыше 5000 участников Республики Коми, где-то 5-6% участников это были у нас обучающиеся начальной школы. Понятно, что они, детки, вопросы мы постарались сделать интересные. Детки, может быть, не заняли там первые места, не набрали максимальное количество баллов, а их было 38, но детки вполне достойно, в достаточной степени проявили свои знания о
великой победе. И поэтому выстраивать здесь какие-то ограничения, я лишь транслирую то, что нам указали организаторы 12 лет. Если вы на уроках краеведения, либо на каких-то внеурочных мероприятиях, либо в рамках уроков, опять-таки же этот год был посвящен в том числе тематике Конституции, и в начальной школе вы детей знакомились с этим документом, и ваши детки захотят поучаствовать, то почему бы нет? Это на усмотрение, получается, уже будет вас как организатора, ну, либо как... Вы можете не быть организатором, вы можете просто транслировать детям, что они имеют возможность поучаствовать вот в такой вот акции. Проверить свой возраст и смотивировать детей, что, ребят, посмотрите, там минимальный возраст 12 лет, то есть это 6 класс, а вот мы с вами попробуем свои силы. Коллеги, пожалуйста, если больше нет вопросов, то номер телефончика указан. Будут вопросы, возникнут вопросы, звоните. Будем дальше держать вас в курсе всероссийских, республиканских акций и интересных событий республики. Всего доброго.